Деблокировав металлическую дверь с использованием бензореза, конкурсант приступил к ликвидации возгорания с помощью огнетушителя. Затем с помощью цепной пилы надо убрать завал, перекусить металлические элементы с помощью гидравлических ножниц и максимально безопасно эвакуировать пострадавшего из зоны чрезвычайной ситуации. Времени в обрез. Курсант из Якутии в полной боевой экипировке пожарного старается максимально быстро выполнить задание третьего модуля, но уложиться вовремя не успевает. Мокрый был в перчатке, из-за этого очень трудно, и очень много времени вышло из-за этого. Задания на каждого модуля максимально приближены к реальным производственным задачам спасателей. Не только хорошие физические данные, но и умение трезво оценивать ситуацию. Пока одни демонстрируют свои возможности, другие морально готовятся к своему выходу. Участников оценивают по бальной системе. Как говорит главный эксперт соревнований Денис Плечиков, никаких поблажек не будет, победит только сильнейший. Эксперты настроены положительно, оценка объективная. Все участники показывают свой профессионализм непосредственно на площадке при выполнении различных видов работ, связанных с высотной, с техногенной средой и с оказанием первой помощи. На площадке Ингушского пожарно-спасательного колледжа собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Якутска и других городов. Ингушетия впервые проводит итоговый этап чемпионата у себя, что неудивительно. В ПСК славится своей материально-технической базой. Итоговый этап чемпионата в Ингушетии организован, я думаю, очень хорошо. Площадка оснащена оборудованием хорошим достаточно, и все, я думаю, все подготовлено. Эти соревнования – отличная возможность продемонстрировать свои умения и мастерство. Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». По итогам чемпионата будут выявлены лучшие из лучших в России, которым откроются все двери для трудоустройства в своих направлениях. Те конкурсанты, которые заняли первые, вторые или третьи места, они пройдут стажировку, либо их трудоустроят именно либо в МЧС, Министерство чрезвычайной ситуации, либо поисково-спасательных отрядов. Примерно еще будут примерно 8, я не знаю точно, но будет примерная квота в том, что они будут участвовать в финале в городе Калуге. Чемпионат «Профессионалы» также послужит стимулом для молодежи выбрать профессию, связанную с обеспечением безопасности и спасением жизни. Всего на территории Ингушетии в итоговом этапе будут проходить состязания по 3 компетенциям в 2 потока. Результаты соревнований будут известны 29 апреля. Амина Зязикова, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.